Уважаемый Синезор, уважаемый мэр Отафа и гости. От имени Центра Уралит я приветствую вас в свой город Отафа. И как мэр уже сказал, Отафа это магичное место. Если думать об истории, то 800 лет назад предки эстонцев сопротивлялись здесь смело немецким крестоносцам. Во второй половине XIX века здесь жил и работал Якоб Курт, один из самых великих эстонцев, один из лидеров нашего движения национального пробуждения. И в 1884 году здесь вот это осветили синий черно-белый флаг, который позже стал государственным флагом Эстонии. И также в 1997 году здесь вот это прошла Генеральная ассамблея Организации непредставленных народов. И в этом плане, я думаю, этот Рязанский съезд подходит очень хорошо. И я уверен, что дух места вот это поддержит этот съезд. Почему для меня этот съезд настолько значительный? А потому что я вижу это как акт реализации права на самоопределение рязанского народа. Что за право это? Это право на самоопределение часто не понимают правильно или полностью. С одной стороны, это фундаментальное коллективное право, которое зафиксировано в Хартии ООН, в ключевых конвенциях прав человека и также в Декларации ООН по правам коренных народов. Но некоторые государства боятся этого права, как, например, Российская Федерация. Они боятся этого права на самоопределение как какого-то призрака. Да? И всегда и только видят в этом, как они называют, сепаратизм. Да, в каких-то случаях реализация права на самоопределение может привести к формированию независимого государства, как это произошло в Эстонии. Но это не все. По-моему, начало и суть самоопределения – это коллективная воля народа взять свое будущее, свою судьбу в свои руки. Не принимать инструкции от властей ни одного, ни другого государства, от чиновников, не быть курированным кем-то, думать своей головой. Поэтому самоопределение – это, по-моему, в первую очередь и состояние ума, и такая жизненная позиция. А в плане результатов это уже может перевести в разное. Свое государство, какая-то автономия, что-то третье или четвертое. Но поэтому уже проведение этого съезда здесь, в Эстонии, является для меня актом самоопределения рязанского народа. Вы сами решили приехать сюда, в Эстонию. Вы сами определили свои цели и программы. Это и есть реализация права на самоопределение. И это очень отличается от этой инерции, пассивности, что самое главное, страха, который так сейчас преобладает в российском обществе и, к сожалению, среди многих, если не всех, родственных финно-угорских народов. Этот съезд также уникален из-за общего геополитического фона, то есть агрессии Российской Федерации против Украины. Это война, чего американский историк Тимоти Снайдер назвал колониальной войной. И с каждым днем становится яснее, что цели Украины совпадают с долгосрочными интересами и потребностями финно-угорских народов Российской Федерации. И очень надеюсь, что победа Украины в этой колониальной войне также даст толчок финно-угорским народам Российской Федерации требовать также деколонизацию своих земель, деколонизацию Российской Федерации. Лично для меня эта Российская Федерация – это уже вчерашний день.
И поэтому, я думаю, правильно думать о том, так сказать, не только России после Путина, а может быть даже России после России. И в этом вопросе эльзяне, конечно, продвинулись дальше всех других финно-угорских народов. И именно поэтому эльзянское национальное движение и этот съезд может стать важным катализатором для деколонизации, ну и, можно сказать, освобождения вашей земли. Желаю вам плодотворного съезда. Сюпя.